Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 12 августа. Это у нас понедельник. Смотрим мы с вами на колоде, которая называется «Цыганский пасьянс». Все знаки зодиака по очереди, начиная от овнов до рыбок, я смотрю до всех в определенной последовательности. Внизу под видео есть тайм-коды для каждого знака. Начинаем, конечно же, с овнов. Овны у нас первые. 12 августа. Овны. Понедельник, события дня. Кровать есть. Первое событие. Кровать — это интимная связь. Змея. Второе событие. Любовь. Любовь, кровать рядышком выпали. Так, тут смотрите, тут два варианта. Может быть сундучок, это деньги, а может быть конверт. Я первый увидела конверт, поэтому оставляю его. Если вы увидели сундук, тогда будут деньги, доход. Значит, смотрите, по горизонтали сразу же есть череп. Это тема здоровья, череп. Верность, лебедь. Ножницы здесь нельзя было соединить, потому что уже был конверт. Ну, здесь нет. Получается, у вас выпадает любовь, верность, интимная связь. Да, то есть точно все хорошо будет в личной жизни. Возможно, будет какое-то даже событие. Если отношений нет, то это может быть как раз день знакомства. Да, то есть и этот день потом станет для вас важной датой. Также в этот день у вас будет получение. Конверт показывает получение, например, там какой-то информации, получение посылки, получение документа. То есть что-то получите. Змея. Ну, тут надо быть осторожными, потому что будет общение с человеком, у которого длинный острый язык. И болезнь. Опять же, змея может еще показывать медика, если брать с черепом, да, то есть это может быть больница, здоровье, а это может быть врач там или стоматолог, косметолог, аптека, например, идете в аптеку, да, то есть, а это там провизор в аптеке, поэтому может так проигрываться. В общем, вот такие события для вас на понедельник. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я дальше к Тельцам. Тельцы. Двенадцатое августа. Понедельник, события дня, Тельцы. Бабочка. Книга. Машина. Цыпленок. Бокал нельзя. Череп.
Колодец тоже нельзя. Слезы. Яблоко. Проверяю горизонталь, вертикаль. Смотрим. Кровать нельзя. И здесь нет. У вас, получается, в этот день будет деловая встреча. Ой, деловое общение. Не встреча, а именно общение. То есть это может быть и переписка. То есть это не обязательно встреча. Деловой разговор. Казенный дом еще выпадает. Госучреждение. То есть возможно разговор в госучреждении. Поездка, дорога. Общение с детками. Может быть поездка с детьми куда-то. Цыплята показывают детей, внуков, племянников, крестников, учеников. То есть это просто вот маленькие дети. Бывает так, что, например, мы едем куда-то в транспорте, и рядышком маленькие дети, да, то есть и мы вот прям, там, не знаю, как-то ведут себя не так, как надо, или наоборот нас очень сильно умиляют. Поэтому здесь вот, возможно, это даже не ваши дети будут. Дальше, болезни, слезы. То есть здесь, возможно, как вариант, будет какая-то ситуация, связанная со здоровьем, какие-то боли могут быть. Очень, может быть, допустим, не знаю, очень больно до слез. Может, какие-то процедуры будете делать, связанные со здоровьем, и они болезненные. Но, опять же, тут слезы могут проиграться в какой-то другой истории. Здоровье, да, то есть по-своему проиграется болезнь, а слезы по-своему. Так что вот такие у меня для вас события на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Близнецы. 12 августа. Близнецы, смотрим. Мешок с деньгами. Цветочек. Слезы. Яблоко. И бабочка. Теперь проверяем горизонталь, вертикаль. Надежда еще есть, подсвечник. Здесь ссора есть. Метла. Здесь нет и здесь нет. Смотрите, значит, в этот день выпадает надежда на этот день, то есть вы на что-то надеетесь, на реализацию чего-то в этот день. Дальше какие-то ситуации будут связаны с деньгами. Мешок с деньгами выпал. Это могут быть либо поступления, либо расходы, там, покупки в этот день. Потому что мешок может показывать как поступления, так и траты. Исполнение желания. Может быть, вы будете тратить деньги на исполнение своего желания в этот день. То есть исполнится желание. А может быть, кстати, вы на это и надеетесь. Надеетесь на реализацию какого-то желания. Также у вас будет деловой разговор. Но что тут плохо, то, что рядом с разговором выпала ссора. То есть этот разговор может закончиться ссорой и слезами. Поэтому такая для вас есть тут такое предупреждение, что может быть ссора со слезами в этот день. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Смотрим раки. 12 августа.
Раки, события дня. Смотрим. Понедельник, что вам приготовил. Деловой разговор у вас может быть в понедельник. Бабочки. Бабочка. Разочарование, печаль. Цыпленок. Любовь нельзя. Гости. Ключ. Кровать. Может быть, гости с ночевкой приедут. Кровать. Солнце, радость. Ножницы. Замок, тайны. У вас прям событий целая куча. Надежда. Угу. Проверяем еще горизонталь, вертикаль. Но тут, так как все события по периметру зафиксированы, все карты, я уже ничего не соединю. Угу, тут нечего соединять, нет совпадений. Получается у вас, называю просто по очереди события, которые повыпадали. Цыпленок — это какой-то контакт с детками будет в этот день, взаимодействие. Деловой разговор. Глубокое разочарование. Не знаю почему. Тут событий много. Все, в принципе, хорошие. Из-за чего это разочарование, непонятно. Может быть, в разговоре что-то пойдет не так и будет разочарование. Но также у вас выпадает ключ, который показывает, что все в ваших руках. Вы можете там решить любую проблему, да, то есть открыть любые двери для себя. И плюс ножницы. Ножницы — это тоже решение вопроса. Так что какие-то вопросы у вас решаются в этот день. Дальше гости, интимная связь, ну либо гости с ночевкой, хорошее настроение, надежды и открытие каких-то секретов, тайн тоже может быть в этот день. В общем, в принципе, все события неплохие. Но, к сожалению, есть какое-то разочарование. А может быть, тайна, которая откроется, может вас как-то расстроить. Ну, тут уже я конкретнее вам не скажу, из-за чего это будет. Благодарю за внимание, раки. Я перехожу ко львам. Львы. 12 августа. Понедельник, львы. Покажите мне. События для львов. Друзья. Ссора. Метла. Гости. Друзья, гости. Болезнь. Цветок. Дерево нельзя соединить. Якорь. Горизонталь, вертикали не нашла совпадений.
Получается, в этот день у вас будет общение с друзьями, гости, ну, возможно, это будет связано, исполнение желания, цветочек, ссора с кем-то. Тема здоровья. В понедельник будет проигрываться, будете заниматься здоровьем, либо здоровье даст о себе знать. Ну, там какие-то болезни появятся, болячки. И якорь показывает, что вторую половину дня, скорее всего, вы проведете где-то на одном месте. Якорь. Да, как будто заякоряетесь. Может быть, из-за болезни, из-за плохого самочувствия. Может быть, в гостях. Якорь гости может показывать, что вы там 3, 4, 5 часов будете. То есть очень долго. Поэтому вот такие вот события. Из предупреждений только ссора, метла. Благодарю за внимание, львы. И перехожу к девам. Так, сейчас секундочку я паузу поставлю. Сейчас к вам вернусь. Все. Смотрим, девы. Я вернулась. Смотрим, что у вас. 12 августа, понедельник. События дня. Угу. Первое событие, новость. Два варианта: обман, маска и конверт получения. Но я первый конверт увидела, потом вторую уже маску. Так что оставляю конверт. Если вдруг вы маску увидели, тогда у вас будет обман. И это предупреждение для вас. Неприятность. Видите? Как бы подтверждает, что действительно может быть обман. Кстати, тут еще может быть обман, информация. Новость. Вот эта новость, она может быть каким-то обманом. Интимная связь, кровать. Месяц. Тайная встреча. Змея. Значит, рассказываю, дева, что я тут понаходила. Будет получение информации у вас в этот день. Информация в электронном виде придет. Это может быть смс, это может быть письмо на почте какое-то важное, новости в телеграм-каналах, новости по телевидению. Поэтому вот обращайте внимание. Получение, что-то будете получать в этот день. Интимная связь может быть. Событие, которое имеет цикличность и постоянно повторяется с вами, тоже вот может быть в понедельник. Какая-то неприятность может произойти. Общение со змеей. Ну, может быть, это и будет неприятность, да, то есть общение с человеком, у которого длинный язык. И еще может быть какая-то тайная встреча в этот день. В общем, вот такая вот информация для вас на понедельник. Благодарю за внимание и будем дальше смотреть, что у весов. Весы. Весы, 12 августа. Понедельник, события дня. Покажите мне. Угу. Так, смотрим весы. Солнышко, первое событие. Чемодан. Чемоданное настроение.
Дерево. Дерево. Неприятность. Хотя тут, смотрите, может быть, еще часы могут быть. Смотря, что вы первым увидели. Будильник. Или я первую увидела расческу, а потом будильник. Поэтому оставляю ее. Если увидели будильник, тогда это какая-то проблема со временем может быть. Ну и новость еще есть. Обман. Угу. Смотрите, да, то есть неприятность, обман. Информация, которая приходит, это обман. Карты показывают. Нельзя доверять этой информации. Рыбу нельзя соединить, подарок нельзя соединить. Здесь нет. Корабль, ожидание. Долгое, нудное ожидание. Помните, здесь будильник. Да, то есть проблема со временем. Ожидание. Чашку нельзя соединить. Здесь нет и здесь нет. Получается, у вас в этот день с утра будет классное настроение, радость, позитив, веселье. Такое вот прям вы на позитиве проснетесь. Дальше приглашение. Куда-то вас позовут, пригласят. Чемодан. Вы можете даже куда-то поехать с чемоданом. Ожидание. Долгое, нудное ожидание будет. Неприятность какая-то может произойти во второй половине дня. Обман. Вас могут обмануть. И придет какая-то информация, новость. Но вот как вариант, вот эта новость, она может быть обманом или эта информация. Так что будьте начеку в этот день. Маска. Видите, карты показывают, что люди вас обманывают. Одевают на себя маски и прикидываются другими. Прикидываются хорошими, а на самом деле их надо опасаться. Благодарю вас за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Смотрим скорпионов. 12 августа, понедельник, события дня, скорпионы. Скорпиончики, понедельник. Солнце, первое событие. Интимная связь, кровать. Конверт. Подарок нельзя. Тайная встреча, тайное свидание. Якорь нельзя соединить. Победа. Флаг. Месяц. Здесь не вижу. Значит, смотрите, события, которые выпали. Солнце, радость, позитив, хорошее настроение. То есть просыпаетесь, и вы счастливы. Дальше интимная связь может быть, ну, либо какие-то там, не знаю, события с этим связаны, там, переписка, мысли об этом и так далее. Конверт, получение, что-то можете получать в этот день. И еще, видите, выпал месяц, то есть цикл какой-то. Возможно, каждый месяц 12 числа или плюс-минус один день, да, то есть я что-то получаю. Возможно, этот цикл как-то связан с получением. Победа в этот день вас ждет.
победа, достижение, результат, успех. И тайная встреча еще может быть. Вот такие события для вас. В принципе, все события хорошие. Негатива нет, слава богу. Благодарю за внимание, скорпионы. Переходим к стрельцам. Стрельцы. 12 августа. Августа, стрельцы, события дня. Застолье, первое событие. Успех. Может быть, отмечать свой успех с кем-то. Ожидание, корабль. Так, ожидание. И, конечно же, сейчас проверим еще с вами горизонталь. Казенный дом нельзя. Есть лебедь, есть верность. Слезы нельзя. Здесь нет. И здесь вроде бы не вижу. Сейчас надо так сделать. Получается, значит, смотрите, застолье будет в этот день. Успех. Успех, победа может быть. Ожидание долгое, нудное. И гармоничные отношения в паре. Так что у вас тут, видите, все события хорошие. Ну, за исключением только ожидания. Но, опять же, это не негатив, это просто... Придется подождать где-то кого-то в этот день. Ничего страшного. В общем, вот такая информация для вас выпала. Хорошая. Главное, это успех. Так что, если вы какие-то наметили дела на понедельник, все должно пройти очень хорошо у вас. Благодарю за внимание. Перехожу к козерогам. Смотрим козероги. «12 августа. События дня. Козероги». Сразу же деловая встреча выпадает. Деловым людям деловая встреча. Угу. Рыба, а это предупреждение, скользкое дело. Вас могут втянуть в какую-то махинацию на этой встрече. Так что будьте там поосторожней. Победа. Флаг. Может быть, из какой-то аферы выйдете победителем. Ключ. Да, видите, все в ваших руках в этот день. У вас как будто бы есть ответы на все вопросы. Поэтому тут будет сложно вас обмануть по рыбе. Угу. Сейчас я еще посмотрю горизонталь, вертикаль. Новость нельзя соединить, и здесь нет. Ну, у вас все выпало, все, что касается дел.
Да, то есть деловая встреча какая-то важная, может быть победа, да, то есть показывает, что будут какие-то достижения, успех, победа в делах. Ключ благодаря вашим усилиям. Ключ, да, то есть это потому, что вы приложили усилия, вы нашли выход, вы решили, вы знали. Ну, вот единственное предупреждение — рыба. Рыба всегда показывает какие-то скользкие делишки такие, вот когда нас пытаются обмануть, втянуть в какие-то махинации. Ну, здесь похоже, что выпали хорошие карты, ключ и победа. Похоже, что не получится ничего у этих людей. Ну и плюс вы теперь предупреждены, будете более осторожны и внимательны. Так что такая вот информация для вас, козерожки, на понедельник. Благодарю за внимание, перехожу к водолеям. Так, водолеи. Водолеи, 12 августа. 12 августа, понедельник. Корона. Первое событие у вас выпадает на понедельник. Тут два варианта. Здесь есть сундук, это финансовые поступления, но есть еще и конверт. Смотря что вы увидели первым. Я увидела сундук, его оставляю. Конверт — это получение. Якорь. Кровать. Рыба. Предупреждение для вас. Горизонталь, вертикали не нашла. Значит, смотрите, первая корона. Общение с каким-то очень важным, очень влиятельным, серьезным человеком, может быть, в этот день. Доход, финансовые поступления, интимная связь. Якорь показывает, что вы можете где-то надолго остановиться, провести много времени в этот день, несколько часов. Может быть, там, не знаю, на встрече, да, с этим человеком. Может быть, еще где-то. Еще якорь может показывать точку. Когда мы ставим большую жирную точку в каком-то вопросе, тоже так иногда проигрывается. И рыба — это предупреждение. Будьте осторожны, вы можете стать жертвой мошенников в этот день. Мошенники, аферисты, то есть те, кто затягивает нас в какие-то схемы, да, то есть пытаются обмануть, ну, то есть скользкое дело. Поэтому тут надо быть начеку. В общем, вот такая информация, предупреждение для вас. Благодарю за внимание, водолей. Перехожу к рыбкам. Смотрим, рыбы. 12 августа. Августа, события дня рыбки. Покажите мне понедельник. Удача сразу выпадает, первая подкова. По-моему, только у вас выпала подкова. Ну, если мне, конечно, память не подводит меня. Слезы. Но тут опять же слезы могут быть и радости. Два варианта. Тут два можно сделать, получается. Новость и обман.
Может быть, вы узнаете о том, что кто-то обманывал, из-за этого выпадают слезы. Расстроитесь. Раскроется какой-то обман. Корона. Угу. Неприятность. Опять же, неприятность может быть связана с этой короной. Будильник нельзя. Ой, еще и колодец выпал. Разочарование. Глубокое, сильное разочарование. Угу. Болезнь. Здоровье. Ссору нельзя. Здесь нет, нет. Нет, здесь я тоже не вижу совпадений. Получается, в этот день удача выпала с утра, первое событие. Везение, да, то есть удача, везение. Но при этом, смотрите, есть много негативных событий, да, то есть есть и неприятности, и обман. Вы скажете, ну где же тогда удача, да, в таком случае? Но опять же, знаете как, ситуация могла быть гораздо хуже, да, то есть, возможно, благодаря удаче эти обстоятельства смягчаются. Но опять же, если, например, брать обман, то благодаря удаче, да, то есть какой-то обман открылся. Да, это неприятно, да, это больно, но лучше знать правду, да, чем ходить с лапшой на ушах. Поэтому открытие какого-то обмана, слезы, переживания, получение информации, новостей, неприятность, общение с влиятельным человеком, очень серьезным. Возможно, вот неприятность будет тоже с ним связана или с ней. Тема здоровья. Кстати, это может быть доктор. Вот если брать болезнь, да, то есть здоровье, болезнь, это может быть врач. И какие-то сильные переживания. Переживания на тему здоровья могут быть у вас в этот день. В общем, такой вот, видите, много негативных выпало. Болезнь, печаль, неприятность, слезы, обман. К сожалению, да, то есть... Ну, будем надеяться, что как-то у вас это проиграется в более таком лайт-варианте благодаря удаче. Я благодарю вас за внимание, рыбки. Жду вас на своих новых видео.